бурим, смотрим, ищем. В общем, рыбалка продолжается. Ну давай, давай, сделай бам. Бывали времена, здесь очень даже неплохо рыба поклевывала. Эх, помнишь былые времена, когда ты вот Санькин уловчик. Сейчас он лунку выпрыгнет и будет. Выпрыгнет. В общем, все, погнали. Санька говорит, задолбало, говорит, это бесклёвье. То, что не клюет. А я вот достал камеру Калипсо, заглядел под лед, подледный мир. И Саньке отвечаю, это не бесклёвье, это безрыбье. В общем, друзья, вот обурили всю ямку. Выше пошел по плесу, он там еще не смотрел. Но вот эта ямка, где всегда была раньше рыба, смотрю, и рыбы здесь нет. Это какое уже место, да, получается, где мы раньше ловили, нет рыбы. Я не знаю, с чем это связано, но вот одного жигана Санек поймал. Вот сейчас давайте вместе посмотрим. Вместе с вами. Камеру на запись включать не буду, потому что у нас еще завтрашний день есть. А там флешка только на 8. Флешка только на 8 гигов. Может быть, мы все-таки найдем рыбу и у нас получится заснять. В общем, вот я не знаю, видно, не видно. Надеюсь, видно. Вот так вот. Будем смотреть сейчас подводный мир. Вот идеальное дно. Камушки, ровненькое. И ни одной рыбы. То есть, если раньше здесь рыба стояла, но, по крайней мере, камеры не было, я не могу знать, стояла, не стояла, но раньше рыба здесь клевала. Вот, скорее всего, это Сашкина лунка, там вот четко так освещает под лункой. И давайте посмотрим саму ямку. Если здесь рыба, и потом вот этот выше ямки плесик, тоже сейчас глянем. Раньше здесь, помню, и гальян даже поклевывал, и ёршики поклевывали. То есть рыба была всякая. Но сейчас, как мы видим, рыбы здесь нет вообще. Ни одной. Никакой. Если бы она где-то была, ее все равно было бы видно. Вон. Видны лунки просверленные. Там вообще светло, четко. Освещения хватает. Но рыбы нет. Глубина нормальная здесь. Два года подряд эту яму уже было зашуговывало. Сейчас нормально, даже не зашуговало, все четко. И в этом году вообще ни одну яму не зашуговало, смотрю. Лед, видать, стал нормально. Так, это что там? А, лед. Показалось. Опа. Так. Нету. Ничего нету. Вот коряга какая-то. Ни щук тебе, ни ершей, ни мальков. Тем более нет хариуса. Нету. И как бы нету смысла дальше здесь ловить. Потому что здесь ловить нечего. Все-таки хорошая вещь камера, да? Так бы думали, не клюет, да? А тут полдня бы здесь провели, бурились бы, искали, думали, хариус где-то стоит в метре. Ну вот пробурился я, сколько лунок, и нет ни одной рыбы. Вот коряги, ничего вот под корягами, ну налим-то здесь в верховьях нету его. Это в нижнем течении может быть налим до щука, плотва да окунь. В верховьях этой реки щуку кто-то да кто-то бывает поймает, но никакой другой рыбы здесь нет. Раньше еще изредка попадались ёршики, сейчас ерша здесь нет. Два сишка я здесь на этой реке ловил даже как-то. Одного там вот в верховьях на ямке, одного ниже озера. Нету, друзья.
Нифига здесь рыбы нету. Ну, коль лунки я уже пробурил, тем более лед здесь нормальный на ямке. Естественно, я все лунки проверю. Если что-то найду, обязательно вам покажу. Пока показывать нечего. Все, друзья, выключаемся. Тут коряжник, аккуратнее, сильно не дергай. Видел хариус одного. Проплыл. Один единственный. Но тут коряги, аккуратней. Попробуем. Если что, отцепим потом. Но он был здесь один единственный. Он сколько лунок проверил, одного единственного хариуса нашел. Он издалека приплыл на мою камеру, так что он активный-то он активный, но там кругом коряги, блин. Может, вернется еще. Чуть больше того, которого ты поймал. Заметил все-таки одного хариуса. Вот этот коряжник. Он так шустро подплыл, получается, и опять в камере, да, и это, увидел, что это несъедобно, и ушатал обратно. Но он был. Значит, он активный, может, подплывет еще там, если он где-то рядом. Когда уже все надежды закончились, уже думаю, посмотрю, проверю последнюю лунку. Подошел, думаю, зацеп. А это вон какой зацеп. Вот такой вот красавец, оказывается, зацепился. Взял на нимфу. Прямо на отпускании. Вот он. Нимфа от Василия Чупина. Я только отпускаю, смотрю, тяжело идет, но не дергает. Я думаю, зацеп. Думаю, надо аккуратнее, чтобы сильно не зацепиться. Смотрю, у меня зацеп зашевелился, задергался. Вот. Наконец-то, наконец-то. Вот этот и проплывал, наверное, Сань. Все-таки мы его нашли, которого видели в камеру, и все-таки мы его поймали. Енскаден. Так что отцепляем. Еще попробую, правда, пару раз, наверное, пару лунок пройду. И будем собираться уже, разворачиваться и ехать обратно надо. Надо еще вот эту наледь по светлому проехать, где вода. Покажу, как выступила вода. Поехали тоже без страховки, без ничего. И влетели. Ну, не зря хоть сюда приезжали. Вот он отцепился тем временем. Сам. И сейчас мы попробуем, может быть, еще что-нибудь поймаем. Может быть, еще вот так вот, я думаю, бац, зацеп. Прямо на отпускании. И вдруг мой зацеп задергался. Ну, вот этого, скорее всего, я и видел в камеру. Да, он такой и был, я его узнал. Я его видел сначала в камере Калипсо, потом я все-таки его поймал. Саня еще такой пессимистичный прогноз дал. Да хрен, говорит, ты его поймаешь. Я говорю, попробуем. Видели вот там, вот получается, метров 30, наверное, повыше. А поймал здесь. Может, стоит перекат этот обурить? Может, на перекате он, Сань? Попробуем. Вот здесь вот перекат начинается. Может он быть и на перекате. Вон видно, что ходил мужик, бурил. В общем, надежда опять появилась. В общем, рыбачим дальше. Ну, мало времени уже осталось, да, уже начало темнеть. Так что, как-то вот так. Снег повалил еще, ёшкин кот. Вот и второй. Практически такой же вон. На этот раз он схватил на мормышку. В общем, оббурили весь перекат Саньком. Пробовали на перекате. Ни одной поклевки. Вернулся уже буксировщику, чтобы ехать обратно. Думаю, дай-ка еще пройдусь по лункам. Первый заброс, бац, сразу. В общем, как я понял, хариус тот, что есть, берет сразу. Просто его на реке нет. Но он ходит, он движется, это уже хорошо. И есть у него аппетит, это вообще прекрасно. Так что есть надежда, если мы найдем где-то стайку голодных харюзов, то мы еще подергаем. Так что не теряем надежды. Бурим, кидаем, ищем. Время еще есть, около часика у нас. Красавцы, красавцы, конечно. Енскаден. Так, ну-ка, второй есть, нет? Сейчас посмотрим. Может, их двое было? Может, подошла стайка?
Навряд ли. Ну вот я только что здесь прошелся, да, считай? Его не было, он откуда же появился? И этот на мормышку взял, на красную. Он такой же, практически он. Че, плохо что ли, блин? Вот такие красавцы, блин. Таких был. Он двигается, походу он приходит где-то или сплавляется. Я говорю, он в движении, он его на месте нету. Надо искать, а где его искать, хрен его знает. Вроде вот это место уже уловистое должно быть, а он здесь не держится. Он ходит, он как весенний уже получается, гуляет. Все только поодиночке. Видать, его столько и есть, этой реки, мало. Мало поднялось в этот год. Ну мало. Он просто... Ну мало, совсем мало. Совсем мало. Так, еще пройдемся по луночкам и будем собираться, наверное, уже. Вот он. Все-таки я его выманил. Все-таки я его выманил. Чуть поменьше. А? Смотрели, их не было. Смотрели, никого не было, да. Они уже, видать, подошли сейчас. Подумается он. Или спускаются, кто его знает. Взял на мормышку на этот раз тоже. Потряхивал. Сколько вот? Надо кидать сразу, потому что он, если проходной, если их двое-трое, то можно успеть со стайки взять одного, двоих, троих. А если он одиночка, то фигушки уже. Ты же здесь поймал, на этой лунке, да? Тоже. Видать, они по своей тропе все-таки ходят, да, где-то? Не знаю, по какой тропе они ходят. По своей или по чужой. Ну что, не зря приезжали, считай. Раз, два, три, четыре. 4 хариуса мы здесь поймали. Я считаю, уколол его неплохо, если это его. Первый раз уколол его. Он практически сорвался по губе. По зубам прошелся, блин. И второй раз отпустил, и он сразу бахнул. И все. По одному плавает, наверное, блин. Поклевка. Даже не поклевка, а потяжка, сказать. Так потянула вниз. И вес такой хороший был. Вот у меня так же потянуло вниз. На мушку. Нет, тогда тяжелее что-то было, мне кажется. Этого берем. Середнячок. Вот откуда он взялся? Или твой пришел? О, была поклевка. Была, да? Ага. Может, стайка идет? Прошла проходящая стайка. Было бы неплохо, если бы стайка подошла. Смотрели в камеру, рыбы не было. Но она очень быстро. Оп, вот этот был, да. Вот этот был Энскадан. На нимфу. Этот на нимфу. Да, да, быстро. Когда клюет, даже поправлять не надо. Ни опарыша, ничего. Надо кидать сразу, потому что стайка проходит очень быстро. И сколько успеешь, они твои. Не успел, считай, профукал. Все, двоих я успел. У Саньки поклевка была. Видать, стайка маленькая была. Из одной штуки. Да. Купите апельсинчики, купите мандаринчики. 3 рубля кучки, 3 штучки. А где третья штучка? Давай третью. Давай. Давай. Не, прошла. Только куда она прошла? Ладно, пойдем поищем. Может, она наверх пошла, если у тебя клевала. А может быть, собака. А может быть, корова. Здесь уже поглубже.
Пока все. Они было в камеру, мы думали, о, вечерний клев. Вечерний клёв. А его здесь нету, это просто проходящие поклевывают, блин. Итак, обнадежили поклевочки. И все, прекратились. Раз, два, три, 4, 5. И шестого закинул. 6 штук здесь поймали. 6 хорюзов. Нету. Что есть, клюет сразу. Все, не будем до темноты ждать. Нам главное сейчас проехать эти злостные места, где сыро. Там-то уже протоптано нормально. А здесь врюхались мы в неплохо. Там главное не провалиться. Погнали, все, поехали. Так, ну что, Александр, выдвигаемся к дому. Главное нам, чтобы сейчас эти перекаты проехать, блин. Устраивайтесь поудобней. Готов? Ледобур еще надо забрать. Ледобур заберешь? Все. Ну, с Богом. Как-то надо попробовать вот так вот, наверное. Целяку лучше пролетели, блин. По следу поехали, была вода, по пухлому снегу нормально пролетели. Верхом пошли. Даже до воды. Так. Тут еще пару перекатов есть и все. Полет нормальный, вот главное этот перекат проехать и все. Вон мужик здесь разворачивался, порыбачил и все. Вода. Вот здесь еще надо попробовать. Ой, здесь еще, Сань, надо попробовать.
Вот. Дай до темноты попробуем еще здесь, поборемся. И все, и потом прямым ходом уже до избы. Что-то мне чуйка подсказывает, что мы что-нибудь да здесь поймаем. Видел, да, как по целяку лучше идет, блин. Конечно, я говорю, блин, нифига по целику, блин, нормально маханул. А что там сыром мы бы сейчас воды хапнули, блин, и все. Так, пробуем. Лед есть? Есть. Ага, лед, каша, блин. Полметра каши и все. Его даже сырым льдом нельзя назвать, это просто каша. Что-то знакомое местечко. Раньше я эти места все на навигаторе отмечал. Рыбные. Потом вроде бы как бы запомнила. Все не запомнишь. Так, где у меня удочка-то? Так. Удочка, удочка, вот она удочка. Попробуем. А вдруг получится. Правда, времени уже. Время 3:30. В прошлую рыбалку в это время уже было темно, да? А сейчас еще... собирались, да? А сейчас еще видно. Повалил снежок. Что-то холодает, что ли, а парыши начали замерзать. Что, они днем-то не замерзали? Так. Глубина есть? Есть, нормально. Глубина хорошая. Так что рыба здесь, по идее, должна быть. А что покажет, мы увидим. Если не покажет, не увидим. Пока выключаемся до первой поклевки. Так, в общем, друзья, пробурили это место, где мы встали. Поклевок не заметили. Решил посмотреть. О, смотри, смотри, какая фигня. А, подсветка. Подсветка, ну. Две лампочки горят. Две лампочки горят. Получается, ну блин, да тони ты. Вчера толком не разобравшись еще в камере, в темноте уже не мог смотреть. Оказывается, вон горят фонарики, и даже в полной темноте я могу посмотреть, что творится у нас подо льдом. Не знаю, пугают, не пугают эти фонарики рыбу. Но, по крайней мере, я ее здесь не вижу. Место хорошее, здесь мы тоже ловили. Не, днем-то, конечно, лучше видно. Под фонарями вот этот течение, вот всякая фигня плывет. Посмотреть-то, конечно, можно. А видно, где нет. Но мне кажется, рыба может и убежать от фонарика, да? С одной стороны. С другой стороны, может и наоборот привлечь, да? Не знаю, не знаю. Но пока что мы ничегошеньки там не видим. Еще рывок.
Вот мы и дома. Дома, говорю. Вот мы и в избе приехали. Сейчас покажу вам возможности нашего урагана. Приехали, вот Саня уже полтележки выгрузил. Вон дрова с собой привезли, то, что распилили. Считай, я 100 килограмм без одежды, с одеждой все 120. Полная телега дров, вот здесь Саня только с краю сидел. Полный кофр шмоток. В общем, где-то килограмм 450, полтонны, наверное. Вода, тут это все хлам. Сила. И ладно по прямой, да, в горку такую еще, блин. Вообще умница ураган. Так, ну что теперь? Скоро начнется самое приятное, да, Санек? Да? Да. Да. И как всегда традиционное подведение итогов. Мучились сегодня, искали, и вот нашли то, что нашли. По количеству столько же, сколько и вчера. 12 штук. 12 штук, но вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, можно сказать, еще более-менее. Вот эти 4 уже немного поменьше, но нормально. Пойдет на жареху. Мелочи очень много было, где-то, наверное, штук десяток, наверное, выпустили еще. Вы сами все видели сегодня. Рыбы в реке нет. Рыба активная, рыба берет. В камеру видел, просто вот очень-очень быстро проплывает, она на месте не стоит. Видать, вот то, что попали в нужное время, в нужное место, где-то вот рядом мормышка упала именно с проплывающей рыбой, она берет. А так на реке рыбы нет. Нет ее даже в тех местах, где она обычно бывает. Была надежда на 2-3 места, где обычно ловил, посмотрел камерой. Рыбы там нет. Я не знаю почему, с чем это связано. Или она где-то в других местах. В общем, чтобы поймать что-то, надо искать. Завтра у нас день выезда. Завтра опять же попробуем, не знаю, новые места, не новые. Или, в принципе, дороги топтать точно не будем. Потому что то, что я уже натоптал сегодня, вы сами видели, вода пошла. Как бы сыро ездить опасно. Ну, опасно-то не опасно, уже там нормально. Просто мочить лишний раз букс тоже не хочется. В общем, будет день, будет пища. Завтра будем бурить там, где сегодня не успели. Ну, как-то вот так. Ну, а теперь пойдемте в избу ужинать. Мы это заслужили. Что не сбылось, и весна, весна. Приятного аппетита! Ну ты даешь. Вот раз опять ни лука не взяли, ни чеснока, блин. Ну, что ты не взял? Я вообще про это, блин. Чеснок у меня был, я чеснок ел. Да. Так кто начислять будет? Александр. Позвони, пускай кто-нибудь. Там, да? Угу. Ай. На переправе лошадей не меняют, да? Поменяли. Поменяли. Это друзьям. Громкая, наверное, музыка. Нормально. А сердце только ты. Только нет тебя, царит зима. Ну что, Александр, устал я сегодня смертельно, блин. Спина, я сегодня даже не садился, считаю, блин. Все на ногах, блин. А, рано мы сегодня выехали, еще из-за этого, блин, устали. Да. Вчера-то хоть это поздно. И результат, ну ладно. Не пусто, и то хорошо, как говорится. Ну.
Все хорошо. Хорошо то, что мы никуда не врюхались, не утонули, не провалились, не сломались. Все хорошо, Янс, когда. Всегда это надо выпить. Батюшку помянули сегодня. Можно и почокаться, наверное, да, уже? Почему нет? Сейчас тоже, конечно, можно. Ваше здоровье. Кобякова тоже жалко, блин, рано умер, да, 39 лет. Сколько он песен хороших еще написал уже. Болезнь спрашивает. Болячка не спросит никогда, когда ей выйти. Да. Судьба. Она просто выскочит и все. Как Миша Евдокимов говорит, судьба. Кому, говорит, не суждено сгореть, тот, кому, говорит, суждено сгореть, тот не утонет. Да, это точно. Судьба, сам разбился, блин. Тоже сколько песен хороших у него, считаю, блин. Давай. Курица 90-х. Вчера даже не осилили. Курица из 90-х. Ну, с одной стороны, плохо, потому что связи нет, да? Вот я на озеро-то ездили, у доктора брат, Сашка, вот, у него друг Влад был. У него спутниковый телефон. Насрать-то нет с тобой, еще и спутниковый телефон, блин. Там, дорогая связь, там 250 минут, что ли, в год дается. И ты за это должен заплатить что-то около 30 тысяч, что ли, я не помню. Ну, Дорогая связь, да? А минута где-то 1000, блин. Ну, тоже не 1000. Рублей 70. Просто у нас действительно усилитель сигнала сотовой связи, да? Антенну вон на высокую елку как-нибудь закинуть веревкой. А что ты? Берешь веревку, груз, на самую высокую елку, об сучок, привязываешь проволоку, и на всю длину будет проволока медная, скажем, да? Обматываешь телефон. Ну, я не знаю. Сотовый, да? Не, ну можно вместо антенны в наушники сунуть, да, наверное, тоже сигнал пойдет, да нет? Ну радио-то ловит, оно с наушниками. Я не знаю. Не знаю, я не... Как называется тебе? Не... Ну, да нет, проще усилитель сигнала сотовой сети взять. И он здесь же будет усиливать. Здесь же на горе получается. Хотя бы элементарно для связи, чтобы было. Ладно, без интернета. На улице 7 градусов уже. Холодает? Вот только что 7 стало. Холодает. Это хорошо. Это хорошо, что холодает. Нет, ну рыба-то активная. Вижу, я камеру смотрю, она не в коматозе. Она все шустро вот. Не пассивная. Активная. Если бы не эта камера, я бы даже не знал, что и как. Рыба есть, нет там. Теперь я знаю все. Так, ну что, давайте буквально минутку, наверное, 2. Почитаем немножко ваши комментарии. Привет, Сергей Бобровский пишет. Геннадий, привет. У вас такая душевная компания. Я вам завидую белой зависти. Если можно, передай мне привет из избы. Привет, Серега. Ханкарин Ланар. Геннадий, привет. Ты настоящий русский мужик и рыбак. Передай, пожалуйста,
привет Рустаму и супруге Ксении. Мы из Иркутской области, поселка Белореченска. Пожелай нам долгих счастливых дней жизни со своего ролика. Отдельно от всех ты большой молодец. Ну что, Ханкарин, Ланар, Рустам, Ксения, всем тем, кто с Иркутской области, скажем так, огромный вам привет. Счастья, здоровья и всего хорошего. Привет Валерию Самохину из Днепропетровска. Вот, Геннадий, не забудь передать привет, пишет. В Днепропетровск. Виктор Мор. Привет, мужики. Генка, я думаю, Саня засланный казачок. Это вы про меня? Читал, да? Он так и хочет тебе канал подпортить. Чем? Шутка. Привет из Германии. Молодец. Я так и тоже не понял этого, блин. Не знаю. Это когда, наверное, камеру потерял, может, нет? Кто-то пишет то, что, блин, не давай Саня больше никакую технику, все сломаю. Мы уже сегодня об этом говорили. Пилу сломал, блин, зачакло. Я говорю, больше твои вещи не буду брать, нафиг они ломаются. Пилу сделали. Все нормально, все работает. Не, просто они уже у него полуживые, а я беру, и они получаются. Живые, ломаются. Еще какие живые. Александр Антонюк. Ген, куда Григорьевич пропал? Почему не берешь с собой? Похожие вопросы вот про Григорьевича. Очень, сейчас в каждом ролике буквально по 2-3 вопроса. Объясняю. Григорьевич рыбачит возле дома. Он ловит тишков, как-то мне в WhatsApp отправлял. Сидит туда-сюда. Просто, вот эти все поездки, они очень, тяжелые поездки, потому что жить в избе, передвигаться, я так думаю, я понимаю, когда весной, теплее все, плюс морозы, плюс все. Не знаю, не хочет Григорьевич пока ездить. Он же не молодой же уже. Да, Прыгать, бегать. 75 лет мужику все-таки. Будет возможность, будет у Ивана Григорьевича желание, конечно мы соберемся, как-нибудь организуем и съездим. Может быть, на озеро вот как раз съездим или еще куда-нибудь. Пока, если что надо Григорьевич, он сразу на звонок. Ну что, Геннадий, куда-нибудь поедем? Нет? Конечно, поедем, было бы желание. А пока он не звонит, он же все отлично видит, он смотрит наш канал, куда мы ездим, как ездим. А так он выбежал возле дома, тех же 10 тишков поймал, допустим, на речке, и нормально. Недалеко и не надо. Все эти переезды и все такое. Коля Барган. Привет. Все как всегда супер. Геннадий, передай мне привет с лесной избы, буду очень рад. Ну что, Коля Барган. Привет. Игорь Птицын. Мужики, вам удачи. И тебе удачи, Игорь. И Денис Сетливый. Сетливый или Сетливый? Сетливый, наверное, да? Ты меня спрашиваешь? Да. Я откуда? Я же не вижу, что там написано. Денис Сетливый. Геннадий, здорово, как всегда, только лайк. Дружище. Александр Мишарин. Ген, привет, я Александр. Привет. В следующем клипе прошу от меня Александра Якута передать привет всем, а знают меня очень многие, не только рыбаки. И желаю всем крепкого здоровья сибирского. Ну что, Александр Якут, Александр Мишарин, огромный тебе привет с лесной избы, с лесной речки. Сергей Михайлов, как всегда, вы молодцы. Евгений Сапронов, привет, Геннадий, Александр. Да, классная рыбалка у вас на севере. У меня мечта попробовать харюза, да и зима у вас фантастическое, снегу море. То, что снегу море, это еще не значит, что это хорошо. Да. Я вам скажу, что... Нам бы его уже достаточно, вот не надо больше снега, потому что чем больше снега, это опять давление на лед, вода пойдет наверх и опять будет воды по колено. Пусть остается до весны, хотя уже так, хватит уже снега, хватит. Иван Малеев. Дядь Ген. Иван Малеев. Дядь Ген, привет, очень классно. Передай, пожалуйста, из избы привет. Я Виталик из Коноши. Приеду в гости, обловлю. Мне 11 лет. Спасибо. Приеду в гости, обловлю. Молодец. Виталик,
Обловить-то нас что? Мы вот сегодня поймали за целый день 12 рыбок, блин. Ты поймаешь 13, считай, уже обловил, блин. Мы вдвоем, он один. Приеду, говорит, в гости, обловлю. Приезжай. Молодец. Приезжай, облавливай. Молодец. Вот тут еще вопрос такой поступил, это кролику про Еремеева, когда вот это праздник охотника-то. Добрый вечер, Геннадий. Что означает Еремеево? Еремеево это в честь, названо село в честь одного из братьев. Его так и звали, Еремей. Вот и село назвали Еремеево. Их было 5 братьев, которые поехали в верховья Илыча искать себе место, где жить. И вот 5 братьев нашли себе места. И это Еремеево, Антон, так и называется деревня Антон, Габа. Габы. Габы, так это же Приуральский Габы. Габы, да, Ну, там. вот Габы и Приуральский, Да. они же вместе. Ну там рядышком. Они вот вместе, это да, что там. Подожди, я еще 2 забыл. Еще 2 брата же. О, блин, память дырявая. Я их не знаю. Ну, короче, было 5 деревень, названы вот. Остались только Еремеево и вот Габа, там часть Приуральской получается. А, Антон. В Антоне там буквально, ну, кордон там получается, там эти живут. Как-то вот так вот получается. 5 братьев основали деревни, и осталось, ну, Еремея более-менее осталось, а остальные уже все. Ну и все на сегодня. Приветы на сегодня закончились. Давайте на пасашок и будем, наверное, сегодня пораньше закругляться. Завтра встанем еще раньше. Сегодня кинофильмы смотреть не будем. Вчера у нас был вечерний сеанс. Смотрели фильмы. Нормально так посидели. Еще мне просили передать не то, что привет, а мигнуть. Вот так. Зачем? Кто это? Ты подморгни мне, да? Да. А кому я мигнул? Моргнул. Она сама догадается. Она сама догадается, да. Но если вам так интересно, то зайдите по этой ссылочке и узнайте, кому я моргнул. Вот здесь вот здесь она, эта ссылочка. Как-то вот так. Ну, просили мне что, сложно, что ли? Не, трудно. Вот тут в дикой тайге дичаем потихоньку, так что не обращайте на нас внимания, мы это на 3-й день уже дурковать начинаем. Каша греется, каша греется. Каша греется. У нас еще кашка сегодня есть. Давай. Так она еще холодная, наверное, ее помешать. Нормально. Согрелась, наверное. Да, ну, согрелась она тут. На холодной печке, блин. Нормально, нормально, доставай. Сейчас я буду Так, что там? кушать. Куда ставить-то? Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Вот сюда. Да. Давай. Во. Горячая. Еще и кашка. Так. Между прочим, калорийная. Угу. Гречка. Макароны я уже не стал. Ну, Не, нормально все. Марина на работе кто мне будет готовить? Только я сам. Так, ну что, друзья. Продолжаем трапезничать. Набивать брюшко, чтобы собраться сил, потраченных сегодня калорий. Правильно, один раз в день едим, только нормально, вот так вот вечером. Ну да. Все. Утром считай, что Не, утром я перекусил немножко, чутка. Да что ты 2 ложки съел, господи. Так что на сегодня все. Увидимся завтра. Завтра день выезда. Завтра будет у нас. Посмотрим, что нам даст Петропавел Рыбный Бог. Завтра мы рано домой уедем. На пирог или там. Знаешь, давай прогнозы загадаем на завтра. Сколько мы поймаем рыбы? Я 2 штуки поймаю, мне хватит. Я Ты 2 штуки поймаешь. Я домой поеду. Так, а я скажу, мы завтра поймаем 44 рыбы. Где ты столько рыбы-то в этой речке нашел? Ну, будем искать. Посмотрим. Ты прогноз даешь 2 рыбы? Да. Ты поймаешь. Да. А я сколько? А ты 44. Значит, будет 46? Да.
Завтра посмотрим, сколько получилось. Шутки шутками, но бывает и получается. Так что всем пока, друзья. До завтра.